Приветствую, друзья! В попытке бороться за справедливость оценки адаптаций, вот и первое обещанное из анонса сравнение первого фильма и книги. Начать стоит с самого очевидного – отличия персонажей. У Гарри по сюжету зеленые глаза, но у Дэниела Рэдклиффа они голубые. Актеру пытались вставить зеленые контактные линзы, но его глаза плохо на это отреагировали, и эту идею решили забросить. Кроме того, в книге у него непослушные кучерявые волосы, которые стремительно отрастают, но в фильме это упущено. Лили и Джеймс в книге встретили свою печальную участь в возрасте 21 года, но в фильме актерам явно под 40. Рон по сюжету худощавый и ростом как близнецы-третьекурсники, но в фильме он примерно наравне с Гарри. Кроме того, лицо Руперта Грина лишено веснушек, которые есть у Рона в книге. Близнецы Фред и Джордж, напротив, выше как раз в фильме, а Перси не носит очки, которые записаны в канон. Самый старший из братьев Уизли, Чарли, полностью вырезан из всех фильмов. Он не появляется физически в первой книге, но держите его в голове. У Гермионы в фильме не торчат зубы, которые поправят только в 4 книге. По лору Дадли и Петунья блондины, а у Петуньи еще и шея, как у жирафа, но в фильмах нет ничего подобного. Также Дурсли описаны как люди, которые ненавидят все странное и необычное и горды тем, что они самые обыкновенные, что подкрепляет название улицы, на которой они живут – Бирючиновая. Бирючина – это растение, которое растет как сорняк и является массовой изгородью в зажиточных районах Британии. Фильмы серьезно растеряли этот акцент, и все свелось к конкретной ненависти Дурсли лично к Гарри, а не к его странностям. Северусу Снейпу по сюжету 31, но Алану Рикману на момент первого фильма было уже за 50. Рост Робби Колтрейна составлял 185 сантиметров. На крупных планах его подменял дублер ростом 220 сантиметров. Но Хагрид в книге был гораздо выше, 3,5 метра. Невилл в фильме брюнет, но в книге он блондин. Также у Симуса по лору более светлые соломенные волосы, но в фильме они на порядок темнее. Из первого фильма полностью выпала соседка Сквиб миссис Фиг, которая появится только в 5 фильме. Также полностью вырезан полтергейст Пивз и закадычный друг Дадли Пирс. На этом основные отличия персонажей первого фильма завершены. Остальные актеры хорошо попадают в каст. Что касаемо сюжета, то фильм встречает нас с Дамблдором, но в книге до этого еще добрые полглавы. Дурсли завтракают, годовалый Дадли пачкает дядю Вернона едой, после чего Вернон едет на работу. По пути в свою компанию, которая занимается дрелями, он видит странных людей в необычных одеждах, которые произносят имя Гарри Поттер. Вернон надеется, что Поттер очень распространенная фамилия и интересуется вечером у супруги именем племянника, которого никогда не видел. К его ужасу имя также совпадает. Но он спокоен, ведь его жена не общается со своей сестрой, и встреча с Гарри Поттером им уж точно не грозит. Уже после этого МакГонагал с Дамблдором обсуждают падение Темного Лорда, а там прилетает и Хагрид, рассказывая, что он одолжил мотоцикл у Сириуса Блэка. В книге глава заканчивается на тосте за мальчика, который выжил, но в фильме Дамблдор желает Гарри удачи и оставляет под дверью. После таймскипа Дадли кричит, что мы идем в зоопарк. Этого нет в книге, ведь Гарри должен был в это время сидеть у миссис Фиг. Есть причины, по которым Дурсли не хотят оставлять избранного одного дома. В книге упоминается, как Гарри неосознанно использовал магию все эти годы. Например, уменьшал огромный на него свитер Дадли или отращивал за ночь волосы, когда его коротко стригли. По книге в зоопарк вместе с Дадли едет только его закадычный друг Пирс. По пути в зоопарк Гарри выбешивает дядю словами о том, что ему снился летающий мотоцикл, на что
Вернон закричал, что мотоциклы не летают. В книге Дадли и Пирс не падают за стекло. Дадли промок только в фильме. После получения письма Дурсли осознают, что те странные люди, как они величают волшебников, за ними наблюдают и передают вторую спальню Дадли Гарри, о чем упоминается только во втором фильме. Также Дадли в погоне за письмом ударил отца по бестолковке тростью своего элитного лицея. В обоих версиях Дурсли забирают у Гарри письма, и фильм экранизировал это отлично. Правда, одну забавную каноническую сцену с письмами в куриных яйцах вырезали, но ее можно увидеть в режиссерской версии. Из книги вырезано то, что Гарри даже пытался втихаря взять почту первым, но наступил на спящего у двери дядю, который придумал тот же план и ночевал у входа в дом. Когда Вернон решает уехать из дома, фильм вырезает целый кусок книги. Сначала они останавливаются в отеле, где утром Гарри приходит еще сотня писем. Далее они едут еще дальше от дома, и Дадли говорит, что папа сошел с ума, и уже после доплывают до домика, который дядя Вернон купил. В книге Гарри только смотрит на часы кузена и отсчитывает секунды до своего 11-летия, но в фильме еще и делает себе импровизированный торт из пыли. Когда Хагрид заходит в дом в фильме, он извиняется, но в книге он просит налить ему чайку и говорит, что поездка была не из легких. Естественно, великан не путает Гарри с Дадли, как это было в фильме. Далее они обсуждают, как Гарри осиротел, что в фильме происходит в дырявом котле. Хагрид кормит Гарри сосисками, которые очень хотел Дадли. Вернон запретил что-то брать у этого человека, на что Хагрид ответил, что такому, скажем так, пухляшу и не стал бы предлагать. В обоих случаях у Дадли отрастает хвост, но в книге Хагрид жалеет, что так вышел из себя, приговаривая, что так и так не вышло, ибо хотел трансфигурировать Дадли полностью в свинью. В фильме парни уходят сразу ночью, но в книге великан остался ночевать, а утром попросил отдать монетку сове, которая принесла почту. Книга раскрыла финансовую составляющую волшебного мира. Кнат – самая дешевая монетка, далее идет сикель и самая дорогая – галеон. Гребя в лодке, Хагрид рассказывает о значимых местах волшебного мира, например, о министерстве и банке Гринготts, а также говорит, что он очень хочет дракона, о чем в фильме мы узнаем сильно позже. В дырявом котле Квирл еще не носит тюрбан и сам жмет Гарри руку, хотя в фильме все уже наоборот. Гарри впервые встречает Драко в магазине мантий мадам Малкин, где Малфой рассказывает о том, как бы хотел попасть в Слизерин. Кроме того, Чистомер не узнает знаменитость, в отличие от фильма, где встреча с Драко происходит возле входа в большой зал, и он уже осведомлен, кто перед ним. В фильме Гарри проводит намного больше времени у Оливандера и пробует более 10 палочек. Мастер называет содержимое каждой из них, а Гарри ничего не крушит в магазине, ведь тот успевает забрать палочку до того, как она взбесится. В книге Хагрид также заходит и беседует с Оливандером, и книга уже тут рассказывает нам, какая палочка была у Хагрида и что его исключили. Кроме того, в самой Косой аллее герои проводят намного больше времени. Великан покупает Гарри мороженое, рассказывает о Квиддиче, 4 факультетах и что лучше не попадать в Слизерин, ибо ни один порядочный волшебник не выпустился с него. В фильме о Слизерине почти то же самое скажет Рон во время распределения. В книге Гарри и Хагрид посещают и магазин Flourish и Blotts, который появится во втором фильме. Они покупают перья, котел и другие полезные предметы для школы. В книге это все происходит 31 июля, в день рождения Гарри, что означает, что остается еще месяц до Хогвартса. Поэтому Гарри возвращается домой. Дадли его жутко боится, а дядя с тетей не общаются вовсе. Через месяц Вернон привозит Гарри на вокзал и, смеясь, говорит, что не бывает платформы 9 и 3/4. Но в фильме этот месяц пропускается. Мальчика сразу после покупок Хагрид тащит на вокзал. В обоих случаях семья Уизли помогает Гарри пройти на платформу, но в книге на платформе близнецы помогают Гарри загрузить багаж, видят шрам и осознают, кто он. После они рассказывают семье, кого они встретили. Когда учащиеся уезжают, Джинни плачет, что не может поехать, а Молли говорит, что в следующем году она тоже
тоже поедет в Хогвартс. Более того, Фурия сказала сыновьям, что теперь поняла, почему мальчик был совсем один. В фильме только Рон садится к Гарри в купе, но в книге с ним были еще и Фред с Джорджем. В фильме Гермиона приходит одна и интересуется, не видел ли кто жабу, но в книге с ней сначала был еще и Невилл. Забегая наперед, жабу ему вернет Хагрид, а в фильме он находит Тревора уже возле главного зала. В книге Гарри снова пересекается с Драко, но уже в сопровождении Крэба и Гойла. Именно тут и происходит диалог о правильных волшебниках. На резкий отказ Малфой говорит, что Поттер закончит как и его родители. Рыжик и Избранный готовы подраться, а крыса кусает Гойла, когда тот пытается украсть их сладости. После этого хулиганы отступают. В фильме Гермиона чинит очки Гарри, но в книге этого не происходило. В книге объясняется, что поездка на лодках – это особый ритуал для первокурсников. Перед посвящением первокурсники гадают, как их будут распределять, и их приветствует привидение, но в фильме об этом не сказано ни слова. Также уже в самом зале Шляпа поет песню, но в экранизациях никаких песен не будет. Гарри не говорил со Шляпой в голос, они общались мысленно. После распределения в ленте Перси интересуется у Ника, как прошло лето, на что тот говорит, что ему отказали в членстве клуба почти безголовых. Но это относится ко второй книге, и только для тайной комнаты это уже хоть какая-то деталь. В фильме мы видим, что Гарри не спит в первую ночь, но в книге он заснул прямо во время разговора с Роном, ибо дико устал. В фильме друзья опоздали без причины, но в книге виновником был полтергейст Пивз, который специально указал ребятам неправильный путь. На уроке зелий по лору Снейп ведет себя еще более грубо. Он задает вопросы, на которые Гарри не знает ответа, и отнимает 5 очков у Гриффиндора. Эта сцена была снята, но ее вырезали. И в фильме, и в книге Невилл получает напоминалку, но Малфой уже тут пытается ее украсть, чему мешает профессор МакГонагал. В фильмах мы видим, как Симус себя взрывает, но это забавная выдумка сценариста. В книге такого не было. В фильме эпизод с метлой существенно расширен. В книге метла не била Рона по лицу, и Невилл не делал таких головокружительных кульбитов, а всего лишь немного поднялся в воздух и упал. Далее МакГонагал накричала на Гарри так, что уже ни у кого не было сомнений, что его отчислят. Тот уже ждал, что сейчас его палочку сломают и отправят обратно к Дурслям. Но забрав Вуда у Флитвика, Котяуси говорит, что у парня талант, и даже Чарли Уизли так не мог. Но профессор также говорит, что Гарри должен тренироваться в поте лица, или она вышвырнет его из команды и наложит жесткие санкции за проступок на уроке. В фильме Фред и Джордж говорят, что их работа на поле заключается в том, чтобы Гарри не сильно истек кровью, и насколько квиддич жестокая игра, деморализируя новичка. Но в книге близнецы напротив подбадривают товарища и говорят, что с Гарри в команде они точно выиграют кубок школы. В фильме награды отца показывает Гермиона, но в книге об этом говорит МакГонагал, да и награда не как ловцу, а как охотнику. В книге Гарри получает свою метлу еще перед тренировкой с Вудом, а сама тренировка происходит на поле для квиддича. В фильме лестница отправляет героев на 3-й этаж, где Пушок охраняет проход, но в книге встреча с псом сильно отличается. Фишка в том, что Чистомер позеленел от злости, когда узнал, что Гарри не только не исключили, но еще и позволили играть за сборную. Это означало, что у Поттера будет метла, которую даже мажорику Драко не положено на первом курсе. Поэтому тот решает взять Гарри на понт и вызывает на бой в полночь. Друзья собираются идти, но в гостиной их пытается остановить Гермиона. После выхода из общаги полная дама закрывает проход, а попасть назад они уже не могут, ведь пароль изменился в полночь. С ними еще и идет Невилл, который еще до того забыл пароль и лег спать в коридоре. В комнате наград Чистомера не оказалось, зато туда нагрянул Филч со своей кошкой, и получается, что Драко и не планировал дуэль, а только подставил избранного. Вот тут-то они заблудились и побежали к Пушку вчетвером. Свежее мясо!
В ленте Вуд, как и близнецы, пугает Гарри игрой, но в книге он произносит воодушевляющую речь для всей команды. В книге мадам Трюк объясняет правила, включая пенальти за беспредел, поэтому настолько открытые пинки игроков не происходят. Собственно, как и падение Вуда, ведь бить вратаря банально запрещено. Но тем не менее, капитан команды Слизерина пнул Гарри, и друг близнецов Ли Джордан закричал, что это жульничество, за что Слизерин получил пенальти. Когда метла сходит с ума, в книге Фред и Джордж пытаются помочь Гарри, и на случай падения опускаются ниже, чтобы поймать его, но в фильме команде наплевать. В фильме Квирл отвлекся, когда Всезнайка подожгла мантию Снейпа, но в книге она случайно толкнула Квирла на трибуне. В фильме Гарри и ловец Слизерина толкаются и вместе летят за Снитчем, но этого зрелищного противостояния не было в книге. В книге разговор о Снейпе с Хагридом происходит в его хижине, в экранизации возле замка. В фильме Гарри получает только один подарок – мантию-невидимку, но в книге там еще и свитер от миссис Уизли, дудка от Хагрида, шоколадные лягушки от Гермионы и даже 50 центов от Дурслей. В книге на Рождество происходит еще один пир, а близнецы задирают Перси весь день. Также лента не дожала момент, что Гарри хотел побыть с мантией отца наедине, чтобы впервые только он ею воспользовался. В обоих версиях Гарри идет в запретную секцию и привлекает внимание Филча, который находит фонарь и встречает Снейпа с Квирлом. Но в книге смотритель находит только агента, а компрометирующий разговор с Квирлом происходит сильно позднее. В фильме Гарри смотрит в зеркало и видит маму и папу, но в книге там есть и другие люди. Парень видит всю семью. Гарри будет Рона в тот же момент и тащит к зеркалу, но в книге Рон идет с Гарри на следующую ночь. Из фильма вырезали отснятую сцену, когда Рон говорит, что Гарри не стоит смотреть в то зеркало. Когда Дамблдор ловит Гарри, он говорит, что ему самому не нужна мантия, чтобы стать невидимым. Кроме того, Гарри спрашивает, что директор сам видит, на что тот отвечает, что стоит с парой носков, ведь люди дарят ему только книги. Но все это ложь. Ведь, скорее всего, Дамблдор видит свою сестру Ариану. В фильме информацию о Фламеле находит Гермиона, но в книге до Гарри доходит, что он видел это имя на вкладыше от шоколадной лягушки, что выгодно выравнивает баланс команды, ибо в фильмах Всезнайка тащила на себе вообще все. Фильм полностью вырезает второй матч по квиддичу, на котором Снейп был рефери, и близнецы натравили на него Бладжер. А на трибуне Рон, Невилл, Драко, Крэб и Гойл устроили потасовку. Избранный словил Снитч за 5 минут. Именно тут Гарри проследил за Снейпом в запретный лес и подслушал разговор с Квирлом. В фильме трио узнает о драконе Хагрида, когда приходит обсудить философский камень, но в книге они узнают об этом, когда видят читающего о драконах великана в библиотеке. Малфой в обоих версиях палит контору, но в отличие от ленты, по лору не идет сразу сдавать друзей. Там проходит неделя, за которую трио пишет Чарли Уизли и просит принять дракона в свой приют. Кроме того, трио помогает Хагриду нянчить быстро растущего дракона, а Рон получает укус и с набухшей зеленой рукой идет к школьной целительнице. Чарли присылает ответ, что поможет им, хотя это и незаконно. Его друзья заберут Норберта в субботу в полночь с самой высокой башни, но об этом никто не должен просечь. Однако Чистомер пришел в больничное крыло поиздеваться над Рыжиком, но мадам Помфри сказал, что пришел за книгой, и чтобы ложь прокатила, забрал одну. В ней-то и был ответ Чарли с деталями о транспортировке дракона, но отступать было некуда. И ровно в полночь дуэт без Рона передает друзьям Чарли уже подросшего за неделю Норберта. После передачи Гарри и Гермиона понимают, что оставили мантию-невидимку на крыше.
Пытаясь ее забрать, их поймал Филч. В траблы попал и Невилл, пытаясь предупредить друзей о Малфое, который пошел жаловаться МакГонагал. Таким образом, в отличие от фильма, по лору наказания попадают Гарри, Гермиона, Малфой и Невилл вместо Рона. И в книге, и в фильме Гарри спасает Флоренс, но фильм упускает эпизод с разговором с двумя другими кентаврами, Ронином и Бэйном. Те упрекают своего собрата за то, что позволил ездить Поттеру на нем, как на обычной лошади. Кроме того, по их мнению, Флоренс нарушил предсказание, что Гарри положит голову в запретном лесу, что, собственно, и случится. После этого Дамблдор возвращает Гарри мантию с запиской «На всякий случай». Сцена с МакГонагал выглядит более забавно в книге, ибо там трио рассказывает о камне в коридоре, а не в офисе, а Минерва роняет огромную стопку книг. По пути к запретной двери в книге трио под мантией пугает Пивза, ведь Гарри притворился кровавым бароном, единственным, кого Полтергейст всегда боялся. А вот и не страшно. В фильме арфа уже играет, а Пушок сладко спит, но в книге Гарри играет на флейте, которую ему подарил Хагрид на Рождество. В книге именно Гарри подкидывает идею, что дьявольские силки боятся света и нужно наколдовать огонь, что еще раз указывает на не такой сильный перекос в балансе команды. Далее в книге все трое летают в надежде поймать нужный ключ, а ключи в свою очередь не преследуют героев, а как раз-таки улетают прочь. В книге фигуры ладьи, коня и слона уходят с доски, уступая свои места, но в фильме этих фигур не было изначально. Далее в книге есть еще препятствие в виде тролля, который уже был в отключке. Потом они столкнулись с комнатой с зельями, суть которых разгадала Всезнайка. Именно тут и произошел диалог, когда Гермиона говорит, что Гарри великий волшебник. То есть в книге все титульные преподаватели приложили руку, но в фильме по непонятным причинам причастность Квиррелла и Снейпа к защите камня была упущена. Вот кретины. В фильме избранный спокойно подходит к Квирреллу, но в книге профессор связывает его веревками. В книге Волан-де-Морт поворачивается к Гарри, но в фильме он использует зеркало, чтобы говорить с ним. Также в книге нет ни огня, ни Джеймса с Лили. Это отличное дополнение фильма. В книге Змеелик не говорит, что может вернуть родителей. Более того, Волан-де-Морт провоцирует Гарри, рассказывая, что те молили о пощаде, на что Гарри и прокричал, что тот лжец. В отличие от фильма, Квиррелл никак не мог коснуться Гарри, независимо от части тела. Но в фильме только руки избранного наносили урон. Кроме того, профессор в книге не превратился в угольки, а только получил очень серьезные ожоги. Перед тем, как Гарри потерял сознание, Дамблдор пришел его спасти, а Волан-де-Морт покинул поврежденное тело Квиррелла, и уже тогда тот сыграл в ящик. В книге Дамблдор рассказывает, что Джеймс когда-то спас Снейпа, отчасти поэтому агент и пытался спасти избранного на матче по квиддичу. По канону Гарри видится с Роном и Гермионой не в коридоре, а прямо в госпитале. Также именно в больничном крыле Хагрид отдает альбом с фотографиями, говоря, что собирался всех знакомых, у кого что было, что в фильме происходит уже на станции Хоксмит, где фильм и заканчивается. Но в книге Гарри приезжает на вокзал, где его встречают Дурсли. Там он говорит друзьям, что летом позабавится с Дадли на полную, ведь Дурсли не знает, что им запрещено колдовать. В фильме этот диалог изменен и происходит с Хагридом еще в Хоксмите. Что тут сказать? Первый фильм адаптирован очень хорошо. Знание лора будет полезным, но экранизация передает историю как полноценный независимый проект. Мы подготовим сравнение «Тайной комнаты», если у вас будет желание смотреть дальше такой формат, о чем вы можете сообщить нам в комментариях, включая самые важные отличия. Интересные комментарии попадут в следующее видео. Благодарим за внимание и до скорых встреч!